Доброго времени, меня зовут Ник, и это второй эпизод журнала приключений моих игроков в забытых королевствах. Мы используем пятую редакцию Dungeons and Dragons, и приключения, которые мы ходим, сделаны по мотивам официального модуля компании Wizards of the Coast «Принцы Апокалипсиса». В прошлой серии герои расследовали пропажу геолога Ковадора Смана рядом с безымянной деревней, и, исследуя естественную систему пещер, пообщались как с местной фауной, так и с местной геологической аномалией, с летальным исходом для последней. Потеряв изрядное количество крови и получив бесценный опыт, троица возвращается обратно, чуть не потеряв товарища по дороге. Ах, мамой клянусь, я их всех порежу на куст. Мы помнили об этом. Мне-то не заливай. Хочешь сказать, что ты 100% вспомнишь одно место в темном коридоре пещеры, в котором ты был только один раз, да еще и после серьезной драки? Думаю, первым буду лезть я. Алехандро мы втащим на веревке. Смотрите, не оборвите ее. Вы не настолько упитаны, мой друг. Дальнейшее возвращение в деревню прошло без препятствий, и снова приночлежившись в уже ставшем родном сарае, партия останавливается на долгий отдых. Эльфам не нужно спать. Они совершают отдых за 4 часа. В пятой редакции сон отделили от долгого отдыха, и в Ирате об этом дополнительно сказано, так что пока не выйдет шестая редакция, эльфы в моих модулях не будут регенерироваться в 2 раза быстрее, чем все остальные жители Фейруна. Нетушки. А этот Ковадор Сман и его каменюки не стоптали. Найдем труп, вернемся к заказчику. Мы не эльфы, спи давай. Сразу после завтрака герои повторяют тот же самый путь, что и вчера, и снова попадают в ловушку. Да какого хрена? Сейчас бы мы точно о ней бы помнили. Мы тут только 3-й раз. Но я тоже бы попросил кинуть на интеллект. Может, наши персонажи бы в нее не попали. Кидай. 17. 15. Я вообще-то имел в виду того, кто идет первым. Он узнает очертания, прежде чем попасть в ловушку. У остальных не так много шансов. Но в ловушку друид все равно попадает. Да ладно. На 17? Но ты точно вспоминаешь, что это не то место, где вы сталкивались с ней в прошлый раз. Может, это те, кто управляют каменными големами? Мы даже не знаем, что это големы. На неплохой бросок. Алехандро понимает, что ловушки сделаны грубо и примитивно, и он вспоминает, что есть одни твари, славящиеся своими ловушками и живущие в подземельях. Кобальды. Мелкие ящероподобные создания размером с халфлингов. Они трусливые и предпочитают не сражаться в ближнем бою, пока у них не будет большого численного преимущества. Идем внимательно, смотря под ноги. Идем внимательно смотря. Пещера все больше расширяется, и факел уже не дотягивается до стен. Нет, нам нужно выбрать одну стену и пойти вдоль нее. Иначе мы можем заблудиться. Какую выбираете? Пошли направо. Через 15 минут стена разрывается туннелем или трещиной, и чем-то средним между этими двумя. Есть тут какие-нибудь следы? На каменном полу сложно увидеть что-либо, но тебе кажется, что осколки камня, осыпавшиеся с потолка пещеры, в этом месте несколько потревожены. Приготовьте оружие. Тоннель излишне узкий и невысокий, партия сильно замедляется. Нам сильно не хватает хафлинга в партии. Хафлинга-вора? Нет, хафлинга-воина. Он бы как раз шел впереди и танковал все. Ау! Ау! Ты попал в ловушку. Тебе 4 пункта урона и спас-бросок по телосложению. 13. Я смотрел под ноги. Шипы небольшие и набиты в трещины по стенам туннеля, да и начинаются только на высоте твоей груди и выше. Протискиваясь, ты раздираешь себе кожу, низкорослых или сверхузких эта ловушка бы не коснулась. Обламываю шипы, прежде чем двигаться дальше. Ну ладно тебе. Если мы будем отступать, эти шипы, даже если мы о них не забудем, нас сильно замедлят. Партия столкнулась с еще несколькими ловушками, а также услышала впереди какие-то спешащие легкие шаги. Через 20 метров они сталкиваются с широкой, но низкой трещиной, отходящей от тоннеля направо. Прислушиваюсь. Откуда идет звук? Неплохо. Глухие звуки подземелья скрадываются, отражаясь от стен, но ты умудряешься различить слабый шорох какого-то движения, который доносит до тебя эхо из этого отворота. Двинем туда? Учтите, вы слишком высокие, там вам не просто придется протискиваться, но еще и встать на четвереньки. Если не найдем тело ученого, мы, может, туда и полезем. Но пока я не готов в прямом смысле ползать. Мы слишком легкая добыча в таких коридорах.
Дальше партию ждала большая, длинная, и я имею в виду длинная пещера. Шириной около 600 футов и с высоким потолком. Пол пещеры был неровный, покрыт битым камнем и валунами. Порой идти было тяжело. По такому гравию мы будем очень громко шаркать. Может пойти медленнее? Я вообще-то факел держу. Нас в этой пещере и так видно за километр. Забылся что-то. В результате партия попадает в засаду каких-то мерзких и отвратительных созданий с белыми глазами. Враги легко ориентируются на звук, и кажется, пламя факела скорее даже мешает, чем помогает. После драки Фред предположил, что они слепые, или почти слепые. Партия без всяких бросков со стопроцентной уверенностью определяет, что это троглодиты, и предполагает, что они в сговоре с кобальдами. Спойлер. Несмотря на то, что партия так и не узнала этой информации, для зрителей, возможно, будет интересно узнать, что троглодиты выглядят вот так, а эти бедные существа — это гримлоки. Потомки людей или эльфов или еще кого, кто постепенно деградировал в этих живущих под землей людоедских тварей, со светобоязнью, но развитыми другими чувствами. Совершив короткий отдых и перекусив, партия продолжает двигаться по длинной пещере, пока в северной стене не находит извилистый проход. Остановившись поразмышлять над выбором дороги, партия теряет инициативу. На них из прохода вываливается с десяток гримлок. С трудом Алехандро умудряется прорубить дорогу сквозь врагов, чтобы заткнуть проход. Алехандро получает серьезную рану. Фред лечит его, подменяет. Фред превращается в медведя и занимает идеальную позицию. На выходе из самой узкой зоны туннеля. По зажатому в узком пространстве врагу попадания идут с адвантажем, а атаки врагов идут с дисадвантажем. Да, я знаю, что я использую американизмы в своей речи. Ничего не буду менять. Противники пытаются прорваться через толстую тварь, но она сжирает их одного за другим, и они отступают. Фред, чтобы протиснуться вперед, вынужден принять свою обычную форму, и окрыленными успехами партия врывается в пещеру Гримблок. Свет выхватывает начало широкой пещеры. Враги слева и справа. Герои, преследуя жертв, разделяются. Тут-то и становится понятно, что по центру пещеры находится яма. Пещера слишком большая, чтобы ее легко было осветить факелом, но герои слышат, что отступившие троглодиты собрались на противоположной стороне ямы и что-то распевают. Партия бросается вперед. Получается так, что, преследуя своего врага, Митц оказался самым первым к вражескому строю. Гримлоки реагируют на вторженца враждебно и лупцуют его своими дубинами. Фред пытается прийти на помощь своему товарищу с другой стороны ямы, опять превращаясь в медведя. В это время из ямы поднимается Бихолдер, хозяин Гримлоков. Бехолдер, мы же второго уровня. Я всегда говорил, что у меня уровень угрозы не соответствует уровню партии. Партия может забрести как в логово к крутому монстру в начале своей карьеры, так и пройтись по каким-то жалким гоблинам, будучи уже известными на всю округу героями. Бехолдер! Ты можешь убежать. Алехандро оглядывается на Митца, который остается в одном хите, и решает, что бросать своих он не будет. Он прыгает с разбега, желая воткнуть один клинок в Бихолдера и таким образом повиснуть на нем. Прыжок вышел хороший, эпический. Каково же было удивление рейнджера, когда он пролетел сквозь большой глазной шар с щупальцами и упал на 20 футов вниз на острые кости убитых гримлоками животных, получив урон как от падения, так и от обломков костей. Алехандро остается в 3 хитах. Небольшой экскурс в историю конкретно этого племени гримлоков. Когда-то они жили в подземье недалеко от Невервинтера. Они питались случайно забредшими в подземье людьми, трупами, скинутыми бандитами в глубины катакомб, или вообще подкапывали городское Невервинтерское кладбище и подъедали трупы. Но потом Бихолдер поселился рядом с их владениями, и несмотря на то, что племя было большим и сильным, Бихолдер с легкостью уничтожал гримлоков. Вынужденные бежать со своих исконных территорий, скитаясь по подземью, племя ослабело, так что у него осталось лишь 4 десятка членов, включая женщин и детей. С тех пор Бихолдер для них это что-то типа большого злого бога, и шаман Гримлоков использует иллюзию его изображения, чтобы запугивать врагов. Кальмициэль, как настоящий эльф, понимает, когда надо бежать. Он использует свою последнюю песнь клинка и заклинание «Щит». В такой ситуации его АЦ, класс доспеха, взлетает до 22. 11 от набивного доспеха, плюс 3 от его ловкости, 3 от его интеллекта за песнь меча и плюс 5 за заклинание до начала следующего хода. Почти невозможная цифра для жалких гримлоков. Кальмициэль бежит, и все свободные атаки промахиваются по нему. Оказавшись в окружении толпы врагов, Фред получает множественные удары и вываливается из звериного облика. Осмелевшие женщины и дети пещеры подходят к яме и начинают закидывать Алехандро камнями.
Друид тратит свое последнее заклинание в день на то, чтобы отличить Митца, и сам отступает. Видящий в темноте эльф легко выбирается, Фреду не так везет. Алехандро в 2 хитах пытается выбраться из ямы под шквальным огнем противника, но срывается, падая вниз на обломки костей. Следующий брошенный камень погружает его в темноту. Митц бежит, и когда понимает, что преследования нет, переходит на шаг. Он возвращается к узкой пещере, /трещине. Там он прокидывает внимательность и слышит шорох внутри. Правда, при этом он проваливает скрытность. Забавно, но внутри узкой пещеры кобальт-ловушечник, недовольный тем, что кто-то покосал его ловушку, повторяет финт ушами Кальмицуэля и тоже прокидывает внимательность, провалив при этом скрытность. Резонно решив, что в одно лицо восстанавливать ловушку, когда рядом есть враги, не стоит, Кобальт сверкает пятками в сторону своего дома за подкреплением. Это освобождает эльфу путь, и он сверхосторожно, но таки добирается до поверхности. Да, короткий получился модуль. Эльф решил повесить меч на полку, и навсегда получилась боязнь закрытых пространств. Шутка. Модуль продолжится, и вы получите ответы на все вопросы. Как то, выживет ли Фред и Алехандро в пещере людоедов-деградантов? Что будет делать оставшийся в одиночестве эльф? И наболевший: где этот чертов ученый? На эти вопросы вы получите ответ в следующей серии журнала ДНД Героев «Принцы Апокалипсиса». С вами был Ник, и это НонГМ. Покажи это видео своему другу, особенно если он любит ролевые игры. Жмакни лайк, если не сложно. Спрашивай в комментариях все, что хочешь, и я постараюсь ответить. Ну и вообще, чувствуй себя как дома и не забывай творить добрые дела. До встречи на той стороне.